А знаете, что говорят эксперты по этому поводу? Вот я вчера слушала одну передачу. Эксперты говорят, что на самом деле вот эти дебаты, что Майя Санду права, что она не хочет пойти на дебаты, потому что она будет там слышать? Критику, только критику, а не решение, настоящих решений. Давайте предлагайте настоящих решений, потом будем делать дебаты. А так критиковать и тут, и там, это не надо. Вот это то, что говорят эксперты. Ну, во-первых, если госпожа Санду хочет услышать настоящее конкретное решение, я предлагаю ей подписаться на мой YouTube-канал, где я еженедельно выкладываю части, блоки из своей программы, где уже я ей описала, каким образом мы будем реально бороться с коррупцией, а не так фейково, как делают они. Как мы будем реально реформировать судебную систему. Какие реформы я буду делать в первые 3 месяца своего мандата. Если госпожа Санду хочет конкретных решений, то они есть. Не знаю, как у других кандидатов, отвечаю за себя. У меня эти решения есть. Просто можно прогуглить. Второе. Я помню еще в бытность, когда мы с госпожой Санду говорили на «ты», были такие времена в наших отношениях, она, тогда еще будучи в оппозиции, говорила, и тут я была с ней абсолютно согласна, что любая власть, будь то премьер, спикер парламента, а тем более президент, просто обязан ходить на дебаты, просто обязан участвовать в дискуссиях открытых с гражданами, если им нечего скрывать. А тот президент, и она тогда указывала на Игоря Додона, а тот президент, который боится приходить на дебаты, ему есть что скрывать. Ему есть что скрывать. И у меня сейчас вопрос, госпожа Санду, а что поменялось? Какая Майя Санду была искренняя и была настоящая? Та, которая в 2020 году обвиняла Игоря Додона в том, что он прячется и бежит от дебатов? Или Майя Санду, которая сейчас говорит, что ей не о чем говорить, не с кем? Она просто боится отвечать на вопросы контркандидатов. Da, ați putut auzi și voi cu urechile voastre. Prima, dumneavoastră dacă este blogger, este blogger. Майя Санду, să uite la dânsa pe canalele ei de YouTube, de ce mai are acolo Solnoșca Live, să vadă hotărârile ei. Ce hotărâri? Vrea să spună cum Slava Platon sărie turnichetul la judecătorie centrală, când intra la procurori unde vroie deschide ușile cu picioarele. Asta vrea să spună când ieșea Stoianoglu și как дела Slava, asta e hotărârea ei în justiție, asta vrea să ne spună Morari Live, Solnoșca TV. Asta care a mințit o țară întreagă, arătând că este verticală, arătând că luptă cu nedreptatea și că încolo, hop, nedreptatea a ieșit pe fund.